Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Рады приветствовать вас в студии 94. Друзья, поприветствуйте. Мой коллега, соведущий Ислам Мамергов. Добрый вечер, вам тоже. Всем. Все хорошо, все отлично. У меня вообще отлично. Молодец, Ислам. Что ж, друзья, Назло всем. наступили долгожданные майские праздники, День труда в полном разгаре. Чеченцы красят, чистят, подметают, пилят, в общем, делают все, что делают каждый день. Это студия 94, мы начинаем. Муса, как ты? Нормально, хорошо. Ты как, Ислам, а? Я нормально. У меня... Мы с тобой очень давно не виделись. Да, уже недельки так, полторы, Да. две. Как у тебя, как поживаешь? Что в Да жизни? ничего, за это время повздорил с соседями, знаешь. Да. С соседями? Знаешь, короче, сижу дома, у себя дома сижу, слушаю рэп. Приходят соседи. Каждый может себе это позволить. Да, сижу дома, слушаю рэп. Приходят соседи и говорят, ну, начали там скат не туда, короче говоря, дождь на нашу эту территорию капает, все дела, понял? Ну, вот начали, короче, там... Твои соседи? Да. Начали злиться, ругаться, что-то там кричать необоснованно. Вот. Ну, ты, надеюсь, вел себя... Я все нормально, я им просто, знаешь, что объяснил? Я сказал, я соседей люблю, вы мои братья. И даже если бы они слушали рэп, ты никогда в жизни не пошел бы Не туда. пошел бы, ничего бы не сказал. Я люблю своих соседей, вы мои братья. И вот так закончился конфликт. Поздравляю. Хорошо, ладно. Я понял, о чем ты, Ислам. Да. Я тоже понял, что... Я боюсь, что скоро мы превратимся в такую чисто аналитическую программу, без юмора, без ничего. Такие, которые Добрый ходят- вечер, Ислам Ухарбекович. Да, там, такую, которую хотят видеть вот твои соседи. Да. Чисто для соседей. Для соседей, Ради оказывается. Мы соседей. готовим эту передачу. Друзья, что ж, Ислам, у меня здесь пара новостей, я быстро зачитаю. На этой неделе такая скудная новостная лента была, поэтому быстро зачитаю то, что есть, и, собственно, перейдем дальше к нашим рубрикам. Что ж, новости в студии 94. Поехали. Российский космический корабль «Прогресс», запущенный на днях с космодрома Байконур, перестал подавать сигналы и начал неконтролируемый сход с орбиты. Эту информацию подтвердили в Центре управления полетами. Цитирую. «Отечественный «Прогресс» войдет в плотные слои атмосферы и там сгорит. Осколки «Прогресса» не затронут населенные пункты России». А то есть они сбили его. Не сбили. Я просто... что-то видел по новостям, он там что-то крутился. Ляу, няу, няу, вот так что-то камера. Это ли ты видел? Это да, по-моему, что-то Ты там... видел крутящийся космический корабль на орбите? Не, я видел камеру, которая показывала вот то, что она снимает. А вот что-то вот так снимала, вот так. Там всю галактику показывала. Видно было. Продолжаем. В индонезийской тюрьме приговоренный к казни австралиец Эндрю Чан женился на своей девушке за день до исполнения приговора. Не дурак! Вот что я скажу. Продолжаем. Зачем ему это надо? И продолжаем. Специалисты из Международного института прикладного системного анализа провели большое социологическое и медицинское исследование и... Что? Не-не, ничего, читаю. Не. Я просто слова незнакомые для меня, там много было. Ладно, продолжаем. Да, далее. Специалисты из Международного института прикладного системного анализа провели большое социологическое и медицинское исследование и предложили, учитывая успехи современной медицины, отсчитывать старость не с 65 лет, как это было принято до сих пор, а с 74 лет. Теперь возможность умереть молодым гораздо выше. Вот так, да? Вот что я хотел сказать. Короче говоря, рубрику хочу новую вести в нашей с тобой передаче. Последний раз это плохо кончилось. Да. Не, но эта рубрика будет постоянно. И ребята уже какие-то показывают какие-то плоды. Давай пригласим и посмотрим. Ты про рубрику «Сам пришел». Ну, эта рубрика «Сам пришел» может превратиться в рубрику... Итак, у нас первые гости в студии, верно? Я правильно да, понимаю? да. Да? Они потом тебе все расскажут. Ага. Друзья, немножко, дорогие друзья, зрители в студии, телезрители, встречайте. У нас в гостях ребята из творческого объединения JL Production. Ваши аплодисменты.
ребятишки. Как Быстренько, дела? быстренько. Молодец. Садимся, садимся. Осторожно, садимся. стол. Как стол? Столик. Да, садимся. Этот кофе, который я разливаю в который раз уже. Да. Хорошо, хоть стол поменяли. Добро Точнее, пожаловать, перекрасили. ребят. Ребят, спасибо. Как Добро дела? пожаловать в нашу студию. Как у вас дела? Отлично, все отлично. Отлично выглядите. Вы молодые, да? Вам лет 20-21. Ненавижу вас. Я как ненавижу, Такие представляешь? все молодые. Такие еще полные сил, Я оптимизма. прекрасно знали, что мы будем здесь и пришли в таком возрасте сюда. Чем вы занимаетесь? Кстати, что? К старикам. Вот видишь, все-таки проскользнуло у него это вот. Ты с края сидишь, тебя вырежут. Тебя не будет в эфире. Никто не узнает, что ты здесь был. Мы учимся на отделении журналистики, играем в КВН, снимаем разные передачи и видео. Ну, Скажи, понятно. пожалуйста, одну вещь. Вы вот сейчас, которую вот вы рубрику сняли, как она называется? Рубрика называется... Извинись. Она называется «Даже не думай». С театрального. Извини, пожалуйста. Рубрика называется... Даже и не думай. «Даже не думай». Да, вот эту рубрику я тебе, кстати, хотел сказать. Об этой рубрике. Если у них это сейчас зайдет, она у них... Слав, мне иногда, когда приходят гости, когда вот эти ребята, кто-то другой их приходит, вот эти. у меня складывается ощущение, извините, просто это наше Да, личное, разборки, да. постоянно у тебя ну, что-то закулисно, с кем-то ты договариваешь. Почему я об этом узнаю в последний момент? Обо всем я об этом узнаю в последний момент. Нет, я просто что хочу сказать. Короче, что у вас там? Я хочу сказать, может, эту их рубрику, даже и не думая, если у них она будет хорошо получаться, мы можем ее сделать систематической в нашей передаче «Студия 94». И они, если будут стараться, так как они молодые, как ты говоришь, творческие и полны сил, да пополны, боже, полны сил, будут делать нам Все, я рубрику. понял. Ребят, так, два слова. Ты, прости, пожалуйста, я перебил тебя. Рубрика, которая называется «Даже и не думай». Нет, и там нету. «Даже не думай». Даже не думай. Даже не думай. В чем смысл? А смысл в том, что когда мы задавали вопросы, люди вообще не думали, Вы о чем задаете говорят. вопросы? Вы задаете вопрос. Мы задаем им вопрос, они отвечают, и как бы совсем... Человек, который думает, что говорит, не будет так отвечать, я думаю, поэтому У него рубрику закончились решили слова, назвать всё. «Даже не думай». Все. Вот так вот. Все, последние 4 слова остались. Надо из них какое-то предложение сложить. Давайте посмотрим, Давайте что посмотрим, а ребята, потом да, поговорим. вместе Давайте. потом, Итак, да, внимание на поговорим экран. сегодня. На экран, да. Сколько игроков играет в команде? 11. 12, как всегда. Здравствуйте. А можно с вами поговорить? Можно. А куда к вам говорить? А? Вам куда говорить? Сюда или Вот так. А как вы думаете, почему игрок нашей команды Айлтон сказал, что не любит футбол? Не знаю. Не знаете? Что, он шутку сделал? Шутку? Уверены? Да. А почему вы носите в маску именно волка? Я талисман Терека. А где заяц? Да, в Москву. В Москве? Да. Сбежал? Да. Где? Не знаю. Ассаламу алейкум. Проголодал? Какой про... Milok fan klubi adı. Berko. Berkut. Tanığı emetsiniz. Yok. Там çok fan klub Milok. Valla İsmail Tağan. А мас fan klubi вообще. Терики мас fan klubi. Ой, Амхалиев. Ей. Ну шуник самыч омы. Шуник самыч омы. Радуата вот. Адуан айой. Давно вы болеете за Терек? Первого дня. Как еще раз? Первого дня, как Терек начал. Первого дня основания Терек? Да. Это сколько лет вообще Тереку? Ну точно, если честно, я не знаю. Ну я уже болею 3 года.
В команде всего сколько игроков? Ну, где-то дублирующие и так, по моим подсчетам, там бывают разные, вот, смотря какая команда, например, высшая, у них больше, нижче, у них меньше, ну, где-то примерно, наверное, я точно не могу сказать, сколько. Раньше как-то это афишировалось, а сейчас там есть еще такие вот, как бы сказать, я не знаю, я... Да. Очень Это весело, было весело. Каждый колоритные эти, как Последний называют, Шон респонденты, да, колоритные. Так я особенно последний мне понравился, такой наследник греческой античности. Ну, вы знаете, я не знаю, как сказать, можно Мне и так. больше, знаешь, какой понравился? Беркут. А мне понравилось, как готовый он барабан пошел, выстрелить. он перед камерой еще держался, когда... Не выдержал. Всё. Изгнал. Да. Не, ну это вообще, сколько вы болеете за Терек? С начала его существования. 3 года. Вот, молодцы, смешно, смешно. Спасибо. А есть какие-то планы где-то еще что-то снять? Да, сейчас планируем на 9 мая парад Победы снимать пойти. Да, ты чё, да? Надеюсь, И что-то вы- интересное снимем. И вы хотите у нас показать, да? То есть, Ну, наверное. надеемся. Да, зрителям Надеемся, понравилось или нет, давайте спросим. Видишь, как у них уже наметано. уже вот сразу этот звезда посмотри, да, не интерактивнее знаю, всё. что это сказать. Не, я Так надеюсь, всё, ребят, да. все будет хорошо. Ребят, большое спасибо, что пришли. Вам творческих успехов, мы ждем от вас. Ребят, просто что хотел бы, если вы еще раз увидите какие-то вот опросы, мы, наверное, увидим их по телевизору или там где-то вот в вопросах самих. Это будут эти же ребята. Давайте им Творческое объединение JL Production. Trail Production. Ничего не думай. Ребят, Давайте, спасибо, брат. удачи, молодцы. Молодцы, ребята. Ай, подожди, Тебя давай. вырежут. Ты заметил вообще в последнее время столько креативных, творческих, каких-то в разных направлениях работающих. Это же ребят. хорошо. Это отлично. Это отлично, прекрасно. ребята, старайтесь, и мы готовы поддержать любого начинающего Да, конечно, с какого-то радостью. молодого Просто человека. это правда И радует. А вот таких ты молодых творческих людей слышал, которые я сейчас тебе дам прослушать. Это мои наблюдения, за которыми я наблюдал и хотел Ну что поставить. ж, очередной повод для очередного скандала. Слушаем. Не, ну это не скандал особо. Я думаю, она не будет даже палиться. Хорошо. В смысле, Это песня? давайте, да, это песня. Давайте послушаем эту песню. Отечественная. В смысле, когда я говорю отечественная, это она, значит она чеченская. поется на чеченском языке. Ну, Хорошо. как бы это ни было, не знаю, кто она по нации, но поет она на чеченском языке. Давайте послушаем и потом как бы оценим все. Музыку. Все, это вот, понимаете, это ужас, на самом деле. В прошлые века, я думаю, ее бы сожгли бы как ведьму, наверное, на огне бывает. Это написано чеченский рок. Скоро ты из своих наблюдений можешь альбом записывать. Мне это надо, скажи. Зачем мне альбом записывать? Давай, у нас следующая рубрика. То, ради чего все мы здесь, конечно же, сегодня собрались. Гость в студии 94. Сегодня у нас в гостях человек, регалии которого я не буду перечислять, их слишком много, времени у нас мало. Друзья, встречайте, у нас в гостях легенда мирового спорта Лечи Курбанов. Проходи.
Сейчас уйдет. Вот твое место. Садись, значит. Плохо, Миги. Да, да. Конечно, Леч, садись. Так, добро пожаловать в нашу студию, Леч, очень приятно. Спасибо, что в своем плотном графике нашел для нас место. Времени мало, мы тебя задерживать не будем. Отправим вопрос. Для меня, знаешь, сейчас для меня Лечи такой родной человек. Я вот так часто в Инстаграм вижу, что он для меня такое родное лицо сейчас бывает. Я реально. Леч, как у тебя дела? Да, да, там дик дудем. Да? Да. Как обычно, ты же сейчас тренируешь, детей тренируешь ты, конечно, важных детей, да, ты тренируешь в этот период. Вот обычно говорят, как там эти, вон целил холеч на тренировках. Вот и реально. Еще вот это это да. Да? Эллак до царно. О, до царь Эллак. Нет, да. Леч, Оуши Эллак до тебе бартолт. конечно, Ну, взаимопонимание это, да, самое по-моему, главное. Леч, во всем, в помню, любом спорте. вот впервые, когда имя Леча Курбанова стало известным, когда только первые ролики появились, ты первый чемпион Японии, как все мы знаем. Ты можешь немного, вот в двух словах рассказать про этот период, потому что я не представляю себя, чтобы я жил в Японии, там с ними надо же как-то еще общаться, верно? Ну, я знаю, ты ногами общаешься, у тебя свой язык. Про этот период немного. Ну, не думал об этом. Так, и... А в смысле, там как чемпион Японии или чемпион мира в Японии стал? Или Ну, в как? 2002 году, то, что я в историю вошел, о чем все говорят, чемпион Японии. Ну, Чемпионат, у них намного важнее, по-моему, внутренний чемпионат у них. чемпионат Японии у них не сравнивается как чемпионат мира на уровень. Даже в то время он считался самым таким важным, потому что мир у них выигрывал один бразилец уже. Будучи основателя Аяма, он сказал, кто единого, Пока он живой, да, пока живой. Если кто-то иностранец выиграет чемпионат Японии или чемпионат мира, то он сделает себе харакири. Сделал ли? Вот в чем вопрос. Но его уже не было. Он Да, Аяма. 90. Я не знаю, как это насколько кощунственно прозвучит, но я бы посмотрел на это, причем после победы Лечи. Леч, а еще такой вопрос. Вот помнишь вот эти вот знаменитые эти видеоролики в тех же начале 2000-х по годов, телефону, когда вот ты вот это вот с разворота там одного там большого, лысого. Я вот так их различал. Большой, лысый, маленький. 2004 Соперники год. Лечи. Лысый. И в основном и тот ролик, наверное, по которому там все видели, здоровый американец. Да, да. Ну, Он был грозный перед тобой. Ну, в смысле, как? ну, он вообще не считался. Не вообще. считался с тобой? Ну да, он как, в его виде спорта он должен был, чтобы перейти, скажем, по боям без правил, или К1 такая популярная версия была раньше в Японии. И чтобы туда попасть, ему надо было выиграть известного или каратиста, или кикбоксера, ударника. Он сам боролся, вот это было у него. А мне надо было вот такого выиграть, чтобы тоже вот там рейтинг получить. Ну и так Это был американец. Американец, да. Так получилось. Но когда на пресс-конференции стояли, фотографировались, он вообще не смотрел. Рукой махал, ну как в бою то же самое. Ну я так подумал. Домахался в итоге, да? Домахался. Ой, курил ногти махтать. Наказуемо. Высокомерие. Это наказуемо. Сразу свои последствия. И я так смотрю, он такой высокомерно ходит, и так раз успокоился, нормально, Аллах его накажет завтра. Ну да, я тоже так вот. И вот так, А мы в команде, когда КВН был, мы тоже так думаем, вот они высокомерный раз, опять им проигрываем, представляешь? Всегда вот так. Давайте раскроем Лечи с другой стороны. Лечи, видно, немножко, ну, камера, не камеру, он как бы тоже не особо камерой любит. Тогда давайте расскажем. отвык немножко. Да. Не, мы сегодня до начала передачи с Исламом говорили, что давай, Ислам, теперь с гостями не как раньше смеяться, дурачиться, а будем более вот так серьезно говорить. И вот как раз у нас и гость соответствующий попался. Не, ну, хотелось бы услышать какую-то маленькую такую историю о себе, может, детства, может, молодости, какую-то смешную, действительно, и интересную, может быть, такую историю, где
Ты... Что Лечо может не только бить людей. Ну, примерно, какую историю, про что, например? Ну, не знаю, как там упал, не знаю, что-то побежал, где-то там не долетел, не допрыгнул. Не, Лечо долетел, не Лечо доударил. долетел туда, куда хотел. Лечо уже там, Лечо... Не, я имею в виду в ударе, бывает, в прыжке не долетел там где-то. Или там... Был момент. Вот этот недолет ты сказал, вот вспомнил я. К родственникам, когда шел, ну, к двоюродному брату, и по пути было. И мы с ним постоянно, давай на песок, когда там, большой песок, давай поиграем, побегаем. И что. Это, я как понял, молодости. всё. Да, молодость. Юный даже. Да, это еще... Ну, занимался я по фильмам вот этого. То есть тебя все-таки этот, Брюс Ли, Да, вот это, Жан-Клод Ван Дам, вот это. Ван Дам, да? Я, Он? короче, брата говорю, пойдем туда, на песок, и оттуда сальто будем делать, короче. Ну, я иду, говоришь, так, пойдем, мир где-то, и так. Говоришь, туда, чуть-чуть, тут и рируешь, сейчас сальто, ну я не смогу, ты делай, давай покажу тебе, как надо, короче. И я, Задняя? да, заднее попробовать хотел, и я раз, прыгнул, песок под этого, под ногу. меня, да, подскользнулся я, то есть. Не плотно же это место да. было. Не думал тогда об этом. Раз подскользнул, как полетел И вот головой кувырком. в песок. Полностью, да, короче. Брат подбежал, меня вытащил, короче. Куда чубан? Я Полностью, да, там? чудом висел, да. После этого я, правда, сальто больше не пробовал на песке делать. Потом как-то уже более страховался. Брат вообще про это забыл, про эту тему. Вот мне что интересно было. Ты, короче, из-за Ван Дамма, да, начал? Ну, из-за Ван Дамма я уже в огороде тоже. Брат футболист у меня был. Из-за Ван Дамма многие начинали, но плохо кончили. У него все нормально. У меня насчет Ван Дамма, когда первый фильм увидел, как он вертушки вот эти делает. Мне нужна была мишень, а ничего такого не было. У брата, брат футболист был. Я к нему пошел одним вечером. У него несколько мячей было. Один его мяч забрал домой. Ножиком раз, короче. Порвал? Открыл, да, оттуда этого вытащил, туда тряпки положил. В Собственную грушу. огороде на дерево. И вот так вот и становятся чемпионы. Давайте поаплодируем. Вот так. Тряпки, носки, все дела. И- Отсутствие кокоса в этом фильме компенсировал Лечо. Этого не было, да. И я мячик повесил, начал вот эти вертушки делать. Вроде получалось, думал, я неправильно делаю. Брату говорю, посмотри, правильно я делаю. И он свой мяч только видел. А еще вот такое, просто мне вот, что я хотел про Ван Дамма Только про спросить. позитивный. Когда был Ван Дам, приехал, как ты с ним познакомился? Ну, Он я был здесь? тогда в Японии был. Не повезло, что так хотелось очень, чтобы оказался Я, дома. кстати, мне посчастливилось с ним пообщаться. У нас был один момент. Это какой-то парадокс. Представь, ты чеченец с детства, тебе нравится Ван Дам, и из миллион шансов, когда он мог приехать в Чеченскую республику, в тот момент, когда он приезжает в Чечню, ты в Японии. Ну, я когда-то увидел его вертушку и сам учился. А вот сейчас, когда приехал, я бы с ним поспорил, как ее правильно делать. Как театрально это делать и как на самом деле это делать. Ислам, что ж, Давай маленький блиц-опрос проведем у Лечи. У тебя вопросы? Да, у меня маленькие вопросы, и на них надо, Лечи, отвечать сразу, не думая. Хорошо. Внимание, блиц-опрос с Лечи Курбановым. Поехали. Лечи, Роналду или Месси? Месси. Грозный или Гудермес? Гудермес. Мерседес или БМВ? Мерседес. Ага. Хасавюрт или Беркат? Какой Беркат? Беркат. Беркат. То есть на Беркате одеваешься, да? Гранд Парк или Грозный Сити? Вайпарк. Москва или Питер? Гудермес. Питер. Питер, да? ММА или UFC? UFC. UFC. iPhone или Galaxy? Галакси. Йотафон. Галакси. Рок или рэп? Ни то и ни другое. Так, Жижигомыш или суши? Слушай. Ну, конечно. КВН или аншлаг? КВН. Ага, вот.
Так, Ну ты молодец. тоже, конечно. Кого аншлаг, кто выберет? Ну есть же, может, Терек или Сунжа? Терек. Катаяма или микрорайон? Микрорайон. Микрорайон, конечно. Google или Яндекс? Google. Сивак или зубная щетка? Зубная щетка. Знаете, И честно последний отвечаю. вопрос. Покупать доллар или продавать? Скажи, пожалуйста. Это было чисто Лучше лично. продавай. Лучше продавать. Это был бы запрос. Давайте поаплодируем. Спасибо, Леч. Ислам, ну и, собственно, по традиции ты в конце передачи какую-то заготовку домашнюю нашему гостю приготовил? Нет? Да, приготовил, конечно. Я просто, ну как, давно слежу за Лечи и всегда вот там в аэропорту, я помню, было одно мероприятие, мы там сцену устанавливали, а Леча там показывали, когда я еще работал. И там, Ну, часто ты не работаешь. и там ломали палки, ломали как бы большие черенки, и я подумал, я еще не пробовал, клянусь себе, не пробовал, подумал, чуть тоньше, смогу ли я сломать на себе или как сломать об себя Лечи. Вот хочу попробовать, короче, что он делал, попробовать сделать самому. Давай посмотрим. Давай попробуем. Давай, Леч, встанем с тобой. Просьба взять черенки. Самый тонкий это для себя. Подожди-ка. А, ты значит. тоже будешь, да? Да, я об себя тоже попытаюсь. Я говорю, на, только не больно. В смысле, Что, постарайся. бить тебя, Да, в смысле, только не сильно. А? Она куда бить надо, скажи, кстати. Лучше ты ударь, Об тебя ударь. об нее ударь. Об нее ударь. А Чем куда- я бить буду, лучше сам ударишь. спроси у а чем профессионала, бить? как это Какой- делается какой? потом. Ну вот этим местом костью. Вот эти? А костью? Да, вот. А мышцы не сломаешь. Костью больно. Кость об кость надо. Подожди. Нет, подожди-ка. Как говорит, клин клином вышибает. Ладно, все, давай. Готов? Блин, больно будет, мне кажется. Ну, это же тебе решать. А ну-ка. Подожди-ка. Попробуй. Когу еще? Я уже забыл это дело. Да? В аэропорту, говоришь, был? Да. Леч, только не исламу, пожалуйста. Ой, Он еши. нам нужен. Ну, Тогда хотя... давай туда, чтобы отлетело. Да нет, да А не ислам трудно. только Держи. держи. Нормально, я знаю, что я говорю. Крепче. А, вот так, да? Так, да. Камеры. Ну, всё это снима- сильно надо держать. Да? Я постараюсь. Это... Камеры. Дик, кстати, не? Ну, Ну, если сломается, она такая, как резина. Может не сломаться, как в аэропорту нам неожиданно принесли. Стареешь, да, Леч? Выдумываешь что-то? Ну, отвыки. Хотел что? давай, Ислам. Держу. Оба! Секундочку. Даже от этого. Даже от этого больно. Ислам сейчас как в фильмах, Джеки Чан. Да. Это был Лечи Курбан. Давайте поаплодируем. Друзья, да, у нас в гостях была легенда мирового спорта. Леча, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Спасибо, Спасибо, что что пришел. пришел. посетил Тренируй. нас. Мы очень рады, что ты к нам пришел на нашу студию 94. Тренируй чемпионов. Да, это был. Я надеюсь, мы увидим скоро от тебя вырученных чемпионов. Давай. Ну как, так правильно я сказал? Нет, садись. Да, ну понятно, Да. серьезный Леча человек. серьезный парень, серьезный человек. У него и профессия серьезная. Да, особо не поюморишь. Ну, ты знаешь, сегодня я, если честно, когда вот... Звали это, в гости. во-первых, да, желание телезрителей было. Все хотели, чтобы Леча пришел в гости. Я Кстати, думал... Леча, многие хотели тебя Да, увидеть. Леч, Вот, еще. в нашей студии почему-то. Может, они думали, что ты как раз таки будешь карающей местью для нас двоих. Что-то, да. В общем, я говорю, я не ожидал, что он очень простой, честный, открытый парень, даже когда на эти блиц-вопросы Ну, он отвечал. немножко волновался, видно было. Ну, мы знаем, что
особо ситуация. камеры не любит. Да. Человек. Ну, Давайте да. еще раз поаплодируем. Леча это человек, который уже всего добился в своей жизни. Он достиг цели, главной Самого цели главного титула жизни, своей и жизни. может жить спокойно. Так, и теперь по традиции, перед тем, как завершить, давай зачитаем наши Вопросы. вопросы наших телезрителей. Так, мы уже в 100-й раз говорим. Во-первых, ни ты, ни я, мы эти вопросы не знаем. Я уже 100-й раз говорю, можно какие-нибудь Да, таких и нормальных еще- бумажках приносить? Я то что? Еще и все жалуются, что вот нам их много приносят, а их не зачитывают. Давай сегодня все зачитаем, ответим, не ответим, неважно, но все, что есть, здесь зачитаем. Возможен ли визит в студию 94 всемирно известного певца Анди Исаева? Кто это? Это тот из нашей рубрики, наблюдения. Наблюдение, помнишь, там рэп был про инопланетянку? И не рэп, а Да. Хард. Тут потому что спрашивают, будет, нет. Они же еще и не называется? прощают нас, когда мы не отвечаем. Нет. Возможен ли студию... Они спрашивают, возможен? Нет ничего невозможного, запомните. Дальше. Вы же бывшие КВНщики, сделайте юмористическую передачу. Зачем вам это вечернее шоу? Вот после сегодняшней передачи, да. Да, молодцы. Как долго вы думали над названием? Вообще недолго, не поверите. Вообще недолго. Сразу решили студия 94, да? Я даже помню. Я даже помню. Недолго Сколько думали. кофе мы Просто выпили? будем отвечать, да, на вопрос. Есть ли у ислама кепка ФБР? Есть ФСБ. Есть полный набор у ислама. И мокасины, и эти джинсы. Все есть. Есть ФСБ, футбольный клуб Барселона. Как выйти из дома в воскресенье так, чтобы не попасть в Гранд-парк? Это смешной вопрос. Это смешной вопрос. Да, кагудирду, вот такой вопрос. Дома мадаться. Идите в Гранд-парк. Кино, машинки, Да. коняшки. Я, вот не знаю, эти я ездят. один раз там был. В смысле, вопрос смешной. Вопрос Мусе. Это тебе вопрос. На прошлой передаче сказали, что ислам похож на Мартиросяна, а вам говорили, что вы похожи на сына Маслякова. Не, вот ты больше, знаешь, такого похожего. Вот сейчас Триколор, который рекламирует это, видел? С уральских пельменей Дмитрий, как его фамилия? Сколько весит Ислам Мамергов? Ну вот после сегодняшнего 98. Почему бы не сделать обзор страниц людей в соцсетях? Ислам же находил песни, клипы, а вот среди аккаунтов в интернете тоже немало абсурдного. Хорошо замечено. Прикольно. Почему бы не сделать? То есть, почему бы, действительно? Попробуем, давайте, Да. присылайте все, что вы найдете смешное, и мы это покажем на телевидении. Вообще, да, поддерживаем Присылайте. любые идеи. Мы самая народная передача. Почему камеру говоришь? Мамергов всегда подчеркивает грозненские пацаны? Самоутверждается? Я логику не могу поймать, почему самоутверждается. В смысле. Я тоже. Тут вопрос, я же сказал, я просто Не, читаю. Я просто глаз народа ислам, Ну который где-то там передает кто-то всё Грозненский. сюда. Вот сегодня был гудермесский пацан. Отличный парень, уважаемый всеми людьми. Лечи Курбанов. Гудермесский парень. Давайте я буду говорить. Гудермесские пацаны. Ну вот он и попался. Дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами. Увидимся на следующей неделе. Вам спасибо, Ислам, тебе спасибо. Всей съемочной группе. Всем спасибо. Это была программа «Студия 94». Увидимся. I can live without war. Wanna rock this city off the ground. Wanna lift you up. Wanna rock till the morning down. Morning down. All I wanna do is put a smile back there on your face. Just